Итак, 19 мая, 6 часов вечера, 18:00. День прошел незаметно, пока утренняя проверка, вернее дневная уже. Пока приехал, пока проверил, вы уже видели, что и как это было. В общем, ничего полезного не делал. С мальками у меня ничего не получилось, живцами. Единственное, что я сделал, это смонтировал один ролик, поставил на загрузку, на обработку вернее, и покопал вот червей. Хватит на сегодняшнюю вечернюю проверку, хватит на завтрашнюю утреннюю проверку, а там будет видно. Стало прохладнее, пора одеваться, уже все. Солнышко спряталось, кругом нависли вот тучи, наверное, будет скоро дождь. Ветер так и поливает. Ну и ладно. Главное не северный, главное волна небольшая. Так, что у нас с тюльпанами? Тюльпанчики у нас подросли. Не так, чтобы потихонечку растут. Вот такие вот у нас состояние вот таких вот тюльпанов. Желтые скоро, наверное, уже откроются вот эти. На 19 мая. Прополоть еще их некогда, времени не было, но обязательно этим скоро займусь. Когда только не знаю. Завтра уже у меня опять рабочий день. И просто не знаю, когда буду заниматься домашними делами. Наверное, только тогда, когда семья моя приедет сюда, когда у Геночка начнутся каникулы. Может быть, тогда что-нибудь шевельнется. А пока я просто ничего не успеваю. Ладно, успею, если проверить сегодня продольники, то хорошо. Поехали. Ну вот и приехали. Ёшкин ты кот. Вот. Теперь времени прошло меньше с утренней проверки. Так что есть надежда. Нет надежды. Пусто. Странно.
Есть язычек. Один. И то хорошо. Начало есть. О, самец шершавый. Ну вот, размочили счет. Теперь должно пойти потихонечку. Опа, это что такое? Что-то я не понял. Что-то дергает. Такое ощущение, что за продольник зацепился грузом или за кусты. Так, что у нас здесь идет? У нас здесь язь. Язь Иваныч. Язёчек, дружочек. Иди ко мне, сачочек. Полезай-ка в кузовочек. Второй язёк. Второй красавец. Так, все, больше нет никого. Два яська уже есть. Текс. Ух ты. Ух ты. Опять все запутано, блин. Сейчас уйдет под мотор. А, ветер поменялся. Ветер поменялся на северный. Значит, похолодает. Так, что у нас там, блин? Все запутано. Все печально. Крутанулся вокруг этого и ушел, видать. Так, как тебе распутать? Бляха. Ладно, разберемся, вытаскиваем. Что-то есть еще, что ли? Ну да, вот он. Язычек. Спокойно так сидел, блин, до последнего. Все напутал. Вот с одной стороны плохо на тиховоде ставить продольники, когда нет натяжки. Вон, у меня даже лодку сейчас не сносит. Фигня какая-то, блин. Фигня. Надо будет переехать немножко. Сейчас немножко переедем, переставим немножко на течение. На тиховоде вон плохо тоже. На тиховоде вон сетку сюда надо ставить, блин. Так.
Оп. Это кто? Окунь. Окуфок. Вот такой вот окушок. Вот такой вот окуфок. И все. Еще ёршик, что ли? Или тоже окушок? На последнем. Ёрш. Егор Иванович. О, красавчик. Красавчик. Икристый. Вкусняшка. Не пусто, и то хорошо. Чуть-чуть не доехал. Чуточку. Опа. Так, ну что, есть что-нибудь, нет? Кусты. Окунь. Окунь, окушок. Но здесь кто-то был. Как мы видим, продольник запутан. Значит, кто-то здесь хулиганил. Вот эти окуни, конечно, меня настораживают. Так рано они не должны ловиться. Они обычно уже все. Когда ловится окунь, уже поднимаем продольники и рыбачим на удочку. Что за фигня непонятная? Ничего не поменяю. Понимаю, все это в мире перевернулось уже. И ветерок поменялся тоже. О, 2 утки, 2 черка вроде бы. Подул северяк. И это не есть хорошо. Это значит, завтра будет волна. А завтра у меня рабочий день. И как бы мне волна нафиг не нужна. Ладно, что будет, то будет. Немножко вынесем на середину, несмотря на то, что вода прибывает. Потому что на тиховоде, как мы видим, путают. Элементарно даже тот же язь может запутать, не говоря уже о налиме. Так, я не понял, где налим? Что-то сегодня улов жидковатый. 2 окуня, 3 язя. Я понимаю, это не пусто. Но это совсем не густо. Вон. Все, опять запутали. Черти, блин. Опа. Это что там? Это что-то... Кто-то там еще и дергает. Ну ладно, давайте вытащим. Если вы так желаете. Опа. Один в сачке. Второму дадим шанс, которым он не воспользовался. Так, ну 2 язя это, конечно, хорошо. Но то, что их запутали, есть продольник, это плохо. Так, раз. И 2. Тихо. Тихо будь. Все. Тыло. Вот так вот. Так, это, конечно, все хорошо. Но теперь придется опять очень долго все это распутывать. Поймали беглеца. Тут, наверное, налим, если так убегает. Что-то сегодня налима еще не видел. Так. Ну и... Так, натяжечка есть.
Ёршик. Так. Так, язь. Язь, хороший язь. Раз. Ага. Так. Отцепим, чтобы не путал здесь ничего. Опа. Что-то там еще есть. Что-то там еще есть. Вот так, ёршика тоже отцепим. Ага. Ясь. Опа. Раз. И все аккуратненько. И все красивенько. Два язя. Отлично, Янскаден. И оба на месте. И оба красавчика. Брюхатые с икрой. Ну вот, под конец хоть что-то начало попадать. А то все печально было сначала. Так, а на улице не по-детски стало холодать. Не пора ли нам поддать? Дома можно будет для сугрел. Чарочка сегодня. Что-то днем жарко было, сейчас все. Весна стала в свое русло. А то лето, блин. 4 дня лета. Все, хватит. Все-таки это север, а не юг. Не удивлюсь, если еще и снег выпадет. Так, натяжечка есть. Натяжечка. Ёршик. Ага. Вижу язя. Вижу язя. Куда ты? Какой ты шустрый, а? Так и норовит сквозь пальцы убежать. Ёрш за шкварник попался. Так, ёрш, ладно. Что там, как там? Нормально все? Все нормально. Так оно как-то будет получше. Ну вот. Остался один последний продольник. Вот и продольник. Сачок приготовим на всякий случай. Вдруг налим. Налим. Так. Ну, налима нет, это точно. Походу вообще никого нет. Пусто. На последнем пусто. Так, улов сегодня не очень.
Тут могут быть два варианта. Или то, что черви были уже тоненькие очень, и их погрызли мальки, ерши и всякая прочая мелкая живность. Ну, с другой стороны, не пусто. Вон сколько тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 язей, пара кусков. Ну, нормально. Зимой бы такой улов был бы за счастье. А весной так слабовато. Так, ну что, закончили мы нашу вечернюю проверку. Теперь встречаемся завтра утром. А завтра утром выйдем мы чуть пораньше, потому что завтра у меня рабочий день. И надо успеть проверить до работы и потом вечерком после работы. И посмотрим, что нам даст день завтрашний. А сегодня две проверки, где-то примерно около ведра рыбы тоже есть. Неплохо, неплохо, нормально все. Так что всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак.